Этот день каждый год отмечают почти как национальный праздник. Об этой истории репортаж Евгения Баранова. Этот фильм вышел на экраны в 2001, через 2 года после того, как все было кончено. В то время мир волновали совсем другие проблемы. В преддверии новой войны важно было подвести черту под той, которая тогда казалась уже законченной. По сюжету американский пилот, сбитый в небе над Югославией маньяком-убийцей в сербских погонах, вступает с кровопийцей в единоборство, из которого, естественно, выходит победителем. Мало кому тогда могло прийти в голову, что у изувера серба, прекрасно сыгранного Владимиром Машковым, есть прототип. Человек, похожий на свое голливудское воплощение, примерно так же, как этот фильм, на то, что реально происходило на Балканах тогда, весной 99-го. Вот уже больше года полковник Дани Золтан печет хлеб. С философской точки зрения, которой он теперь предпочитает придерживаться, это мало чем отличается от того, чем он занимался до этого. Точный расчет, знание материала и умение не упустить момент. Все это неминуемо должно привести к цели. В последнее время его цель – вот такая сербская кора, местный аналог привычного нам лаваша. Знаете, у моего друга в Белграде пекарня. Я после отставки пришел к нему и сказал, я научусь этому за неделю. Он сказал, этого не может быть. Тебе и месяца не хватит. Мы поспорили, а через 4 дня я показал ему хлеб. Он накрыл стол и сказал, что было глупо спорить с человеком, который смог сбить F-117. Пилот американского истребителя-невидимки F-117 в тот вечер, 27 марта 1999 года, вылетел с авиабазы в Италии, как обычно, абсолютно уверенным в себе. На борту его, казалось бы, неуязвимой машины красовалась надпись «Нечто злое». Операция, в которой ему предстояло участвовать, носила кодовое название «Милосердный ангел». Недосягаемый для устаревших сербских радаров, он летел на Белград. Обычное дело, сбросил свои бомбы на город и вернулся. Это был его 39-й полет. Помню, 26 марта мы стояли вот тут и наблюдали. Тогда я впервые его увидел вживую. Была такая яркая луна и ясное небо. У него двигатели звучат не так, как у других. И потом я смотрю, летит он надо мной. У него такой контур необычный. Летит он, а я смотрю на него и думаю, ага, прилетел. Вот теперь-то мы тебя и сбросим. И на следующий день мы так и сделали. 10 лет до этого дня слово «невидимка» не давало югославскому офицеру покоя. Профессиональный ракетчик советской школы, он не мог смириться с мыслью о том, что существует нечто, во что он никогда не сможет попасть. К моменту их первой встречи полковник Золтан уже видел в невидимом простую дичь. 24 марта с первой американской бомбой, упавшей на Югославию, охотничий сезон на милосердных ангелов для Золтана был открыт. Смотришь на экран радара и не понимаешь, что это летит. Можешь только прикинуть по разным характеристикам, высоте и размерам. Выбираешь себе того, кого хочешь, и можешь. Есть соответствующие нормативы, которые были написаны вашими в России. Я читал еще всякое про войну в Персидском заливе. Там тоже были F-117. И на основе всего этого решаешь для себя, как на него идти. И если это все правильно понять и применить, промахнуться невозможно. 27 марта, сразу после объявления НАТО о начале бомбардировок югославской столицы, полковник не промахнулся. В 20:42 по белградскому времени в 30 километрах западнее города на землю рухнули остатки того, что за минуту до этого считалось невидимым. Американское чудо, в разработку которого были вложены миллиарды, пало жертвой советской ракеты С-125 70-х годов выпуска, энтузиазма югославского венгра Дани Золтана и, конечно, собственной самоуверенности. Полковник Золтан ведет нас по остаткам своей позиции. Отсюда начинался его марш-бросок, продлившийся 3 месяца, длиной в десятки тысяч километров. С того момента, как с экрана его радара, вот здесь, в этом самом бункере, исчезла заветная точка, охотник и дичь поменялись местами. Всевидящий взгляд из космоса на всей поверхности его, Золтана, маленькой страны, отныне искал именно эту цель. Ту наполе има jedan кратер. Вон там, посмотри, видишь, здоровый кратер. Туда упала их первая ракета. А вон туда еще одна. Мы, уходя, тут оставили муляж радара. Микроволновая печка. Открыли у нее дверцу, включили, а сами ушли. Вот они по ней и долбили, по пустому бункеру.
Земля вокруг бункера и его бетонные перекрытия буквально искромсаны жаждой мести. Любопытно было бы узнать, сколько сообщений об уничтожении расчета полковника Гвоздена Джукича, так теперь назывался Золтан, было получено объединенным командованием НАТО за время той войны. Мы везде, уходя, оставляли свои макеты, как декорации. Он летит, видит, реальная часть стоит. Грузовики, там что-то еще, но он и давай бомбить. А там все в труху. А он докладывает. Уничтожен еще один ракетный комплекс. В своем полевом журнале, который полковник держит дома, хроника той большой охоты. Вот здесь выписано все, что было запущено по нему. Вот это все, куда они совсем не попали. А вот эти две тоже промазали, но совсем близко легли. На соседней странице убористым почерком список охотничьих трофеев самого Золтана. Здесь все. Время, место, высота полета цели, координаты падения. Здесь, в дневнике сербского пекаря, крушение мифа о непобедимости победителя. А вот тут посмотри, все, что мы сбили. Вот F-117, про который ты уже знаешь. F-16. Да, F-16. Это доказано. А вот то, что мы доказать не можем. Б-2, в который мы тоже, кстати, попали. Сегодня гроза американской авиации в отставке. Живет в небольшой деревеньке в получасе езды от Белграда. Его дом и пекарню охраняет старый друг Арчибальд. Живое напоминание о натовском миротворчестве. Золтан подобрал щенка на развалинах своей казармы в первый день бомбардировок. Родители Арчибальда погибли, охраняя доверенный им объект от врага, которого они даже не видели. На руке его хозяина часы. Единственная награда за ту его победу. Своих подчиненных к орденам ныне несуществующей страны полковник представить успел. А вот о нем самом как-то забыли. Я вот свою награду от ваших получил. Сразу после того, как мы первый F-117 сбили, приехали тогда русский генерал и конструктор моей установки. Это вы, говорят, его сбили? Я говорю, да. Вы, командир? Я говорю, да. Конструктор залез в кабину, 2-3 минуты там посидел, вышел, говорит, ну вы даете. И часы свои снимает и дает мне. На них написано командиру системы С-300. Есть один день в году, когда пекарь Даня Золтан старается скорее развести хлеб по заказчикам. Вот уже 6 лет. В этот день он во что бы то ни стало едет в Белград. Если шли в саду даже шорохи, звезды замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Каждый год, 27 марта, в ресторане одной из белградских гостиниц полно народу. Полковник Золтан в форме, вокруг бывшие сослуживцы и их сочувствующие. Веселье в самом разгаре, но все чего-то ждут. Вдруг, ровно в 20:42 по белградскому времени, везде гаснет свет, умолкают даже неугомонные цыгане, и в полной тишине в зал въезжает F-117. Сделанный из чистого шоколада, в темноте он не виден, но все собравшиеся знают, что он здесь. Чем закончилась вся эта история, известно. Такого государства, как Югославия, не существует уже более 5 лет. То, что от него осталось, в ближайшее время рассчитывают наступление в НАТО, а здесь, в Музее истории воздухоплавания в Белграде, по частям, по $10 за штуку. Вот с таким вот сертификатом подтверждения подлинности распродают остатки того, что некогда считалось гордостью военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Евгений Баранов, Иван Неклюдов, Александр Замыслов. Воскресное время из Белграда.